Сегодня везут кого угодно, без регулирования и так далее. Едут, языка не знают, традиции не знают, не готовы, не могут. Лукашенко показал, как это можно сделать. Ему нужны дополнительные рабочие на Минском заводе трактор. Делает заявочку и пишет, нужны токари, слесари, специалисты, наладчики, программисты. Заключают договор на 2 года. Дает жилье, никто не болтается, зарплату получают, никто их не грабит. 2 года закончились, билет берут, на родину, заработал, до свидания. Кто отличился в этом труде, оставили, продолжает дальше. У нас нет никакого нормального порядка регулирования. Это приобретает угрозы хаотичной. Растет уголовщина, растет преступление. В некоторые школы приходишь, мне учительница говорит, сидят они у меня в классе, никто по-русски не говорит, и рядом сидят, которых надо учить. Это абсолютно ненормальная ситуация. Невозможно в классе учить, если рядом сидит ученик, который даже не знает.